Аллах говорит, мы непременно испытаем каждого из вас каким-то страхом, каким-то беспокойством, скажем. Испытаем также гибелью имущества, урожая, то есть денег и так далее, валь-анфуси, то есть потери человека, родственник умирает, родители умирают, дети умирают, и потери плодов, то есть урожая. Вабашшири сабирин, так обрадуй же, Аллах говорит, обрадуй же терпеливых людей. А кто же это такие терпеливые люди? Дальше Аллах говорит, те люди, когда их постигают вот эти беды, эти испытания, они говорят, инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Все мы от Всевышнего Аллаха, и к Нему наше возвращение. То есть мы привыкли слышать эти слова только тогда, когда человек умирает. Но Аллах в Коране говорит не только по отношению к смерти человека. Вот испытываешь голод, нехватку денег, нехватку, там кто-то умер, или же урожай не получился в этом году и так далее. В этих всех ситуациях мы говорим «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». Все мы от Аллаха, и к Нему наше возвращение. И наше имущество от Аллаха, и наш урожай от Всевышнего Аллаха, и наши дети, если мы потеряли их, тоже от Аллаха, и наши родители тоже от Аллаха, мы сами тоже от Всевышнего Аллаха. Поэтому вот Аллах, говоря, кто такие терпеливые, говорит, вот те люди, которые говорят, мы от Аллаха, и к Нему наше возвращение. Не просто словами, и словами тоже, и сердцем тоже, чтобы признавали и принимали подарок, который пришел от Всевышнего Аллаха. И дальше Аллах говорит, вот кто проявит терпение, это те люди, кому Аллах благословляет, то есть проявляет свою рахму, свое прощение проявляет этим людям, которые проявили сабру. Варахма свою милость тоже проявляет, вауляйка хумуль мухтадун, это люди, которые наставлены на истинный путь. То есть, если мы показали себя, проявили сабру, Аллах называет нас людьми, которые на правильном пути.